Люди говорят, что налицо духовное обнищание народа. Так ли это? Да, так и есть, потому что, опять же, та система ценностей, которая есть вот сегодня у населения, у общества, она показывает то, что люди очень мало работают вот над формированием вот того внутреннего человека, о котором я говорил. То есть, давайте вот приведу вам пример. Духовное обнищание. Давайте вот с этим термином в первую очередь определимся, да? То есть это, наверное, набор каких-то внутренних ценностей. Безусловно. Вот, которые вот ты человек, твоя человечность. Они растеряны, потеряны, да. А может быть и не приобретены. То есть нет понимания того, что все-таки духовный стержень, главное, что держит каждого человека, как человека в жизни. Конечно, у каждого человека вот в душе, она же есть вот эта вот пустота, который может заполнить только вот это вот духовная составляющая. Кто-то называет это вера в Бога, кто-то называет это иначе, но я считаю, что это набор каких-то ценностей. Да, это должно быть, потому что мы часто вот эту пустоту, мы пытаемся заполнить ее какими-то другими вещами. Я беру пример молодых людей, то есть мы пытаемся это заполнить развлечениями, друзьями, деньгами, материальными благами, но это все такие временные явления, которые имеют такой сиюминутный эффект, и потом это все пропадает, ты постоянно ощущаешь вот этот вот поиск, вот эту внутреннюю пустоту, смысл жизни, как мы это называем. И мы опять пытаемся заполнить это другими вещами. Но пока ты не будешь иметь в себе вот эту вот духовно-моральную составляющую, как бы я не буду сейчас говорить вера в Бога, хотя я лично, я верующий человек, я христианин, и я счастлив, что у меня есть вот эта вот духовная составляющая, которая лично мне очень помогает по жизни. И я имею вот этот вот смысл жизни, я двигаюсь, то есть я не задаюсь постоянными вот этими вот поисками и вопросами, а люди, у которых отсутствует вот эта духовная составляющая, они вот, говорю, постоянно пытаются вот заполнить временными вещами, но все должно быть на своих местах. И это тоже должно быть в человеке, и тогда общество становится добрее, человечнее, цивилизованнее. То есть то, что как раз не хватает вот этому нашему гагаузскому сообществу. Я считаю, что вот нам надо пересмотреть нашу систему ценностей.